Из серии «Армия сатаны». Кто же такой этот дьявол? Он реален или всего лишь плод нашего воображения? Или это что-то из философии? Согласно Корану, он очень даже реален. Его сущность реальна, мы просто ее не видим. Он жил до нас и живет сегодня. Это удивительно, не так ли? Это поразительно. Слово «шайтан» происходит из корня «шатан», которое означает «нечистый» и «дно». Шайтан, будь то человек или джин, относится к сущности непокорной. Также говорится, что это слово означает «нечестивая душа», которая отстраняется от Аллаха, субхану ва тааля, и от истины. Шайтаны существуют в двух формах – люди и джинны. Как говорит Аллах, субхану ва тааля, «Так мы определили для каждого пророка врагов, дьяволов из числа людей и джиннов». Священный Коран, 6 сура, 112 аят. Итак, как же это касается джиннов? Почему мы должны в это верить? Они являются частью чего-то, именуемого аль-гайб, что означает вещи, которые ты не видишь, скрытые, невидимые. И вы, и я согласны с тем, что мы не видим Аллаха, субхану ва тааля, то есть Он в гайбе, в мире невидимом. Мы согласны с тем, что существуют ангелы, и мы их не видим. Они в мире невидимом, они сотворены из света. И, наконец, джинны. Мы их не видим. Они также в мире сокрытого. Они сделаны из огня, не имеющего дыма. И если у огня нет абсолютно никакого дыма, то это некий жар, также невидимый. И действительно, мы же не видим жар сам по себе, не правда ли? Оба вида шайтанов пытаются склонить людей к злым поступкам. Джинны из их числа нашептывают нашим сердцам, при этом мы их не видим глазами и не слышим ушами. Шайтаны из числа людей также обращаются к нашим сердцам, но мы видим и слышим их. При этом не осознаем, что это дьявольское нашептывание. Это может быть кто угодно, даже наш друг, который предлагает выпить алкоголь или совершить иной дурной поступок. Здесь важно отметить, что шайтан — это имя нарицательное, а Иблис — имя собственное. Иблис из числа джиннов, он первый из творений Аллаха, которые ослушались его. Мы не видим джиннов. У них есть право выбора, и они имели это право еще до того, как были созданы Адам, мир ему, и его потомки. Выбор джиннов был иногда правильным, иногда нет. Именно из их числа происходит тот, кого мы называем Люцифер или Иблис. И кто же это? Кто этот Люцифер? Кто такой этот Иблис? Вы можете сказать, что это дьявол, сатана, или по-арабски шайтан. Но ведь начал он свое существование как существо, поклоняющееся Аллаху. Он поклонялся и молился Аллаху, и прославлял Аллаха до такой степени, что Аллах поднял его на один уровень с ангелами. Но помните, что Иблис не ангел. Он оказался среди них именно из-за своего почитания, такого прекрасного, что Аллах, субхану ва тааля, возвысил его, понимаете? Но что же случилось потом? Это важный момент. Сейчас мы отклонимся от темы «красота ислама» и рассмотрим другую тему, чтобы получить общее представление и осознать ту большую ошибку, которую совершают некоторые люди, говоря, что Иблис из ангелов. Ангелы не делают ошибок, они делают то, что им приказывают. И когда Аллах, субхану ва тааля, создавал лучшее из существ, кого же Он создал? Он создал Адама, человека. Он создал его из земли и глины. И я хочу показать вам, что случилось после этого. Аллах, субхану ва тааля, приказал всем ангелам поклониться. И все ангелы поклонились, потому что они должны делать то, что им скажут. Все поклонились, кроме Иблиса. Он не сделал этого. И если вы прочтете это в тексте Корана, вы поймете, что он не ангел. А по одной вырванной из контекста цитате «все ангелы поклонились, кроме Иблиса», можно ошибочно подумать, что он ангел. Но в Коране мы найдем другие места, где Аллах говорит: «Он не был ангелом, он был из джиннов и был создан из огня без дыма». И вот что Иблис сказал Всевышнему: «Ты создал Адама из глины, а я был создан из лучшего, из огня без дыма. Поэтому я отказался поклониться, потому что я лучше, чем он, я лучше, чем Адам, и я отказываюсь поклониться ему». Тем самым он не подчинился Аллаху.
А тот, кто не подчиняется Аллаху, в беде. Особенно если делает это из-за своего высокомерия и гордости. Я отказываюсь подчиниться, я знаю лучше. Таким образом, он ставит себя в самое плохое положение, какое только возможно пред Аллахом. Аллах, субхану ва тааля, низверг его в ад навсегда. А Иблис сказал: «Мне все равно, только позволь мне взять с собой в ад его, Адама, и его детей». Что? Зачем? Все из-за гордости и высокомерия, по-арабски «кибр». Что же такое кибр? Кибр происходит от слова «кабара». Кабара — это корень слова «акбар», «величайший». Но только Аллах, субхану ва тааля, Акбар. Аллах самый, самый и самый великий. Ни у человека, ни у любого другого творения Всевышнего нет никаких прав пред Аллахом. Ни у джиннов, ни у ангелов, ни у кого нет права так вот заявить Аллаху, субхану ва тааля: я то и это». Кто ты? Аллах приказывает тебе, так делай это. Важный момент. Многие думают, что грешат из-за шайтана. Поэтому задают вопросы типа: зачем Аллах создал шайтана, почему Аллах не покончил с ним, чтобы мы не совершали грехи? И вот здесь кроется недопонимание. Шайтан не способен делать ничего, кроме нашептывания. И чтобы все прояснить, давайте зададим вопрос. До того, как Иблис стал шайтаном, других шайтанов ведь не было, так? Так кто же сказал самому Иблису не подчиниться приказам всемогущего Аллаха? Дело в том, что до него не было шайтана, и он сделал это из-за своего нафса. Предположим, что шайтан исчезнет, но у нас все еще останется нафс. Поэтому мы продолжим грешить. Потому что этот мир — испытание для людей и джиннов. То же самое относится и к Иблису. Его тоже испытывают, потому что он джин, и у него тоже есть нафс. Аллах, субхану ва тааля, не создал его шайтаном. Иблис сам стал таким. Не только Иблис, но и другие шайтаны выбрали этот путь, не подчинившись приказам Всевышнего Аллаха. Что же случилось потом? Аллах, субхану ва тааля, сказал Адаму, алейхиссалям, что у него в раю будет все, что он пожелает. Иди, наслаждайся. Но есть одно дерево, чьи плоды нельзя есть. Конечно же, вы знаете, что произошло потом. И дьявол пришел к Адаму и Хаве и сделал так, что они съели плод с того дерева, и их низвергнули из-за этого. Но Аллах, субхану ва тааля, с самого начала знал, что они съедят тот плод, поэтому Он и разместил его там. И я напомнил вам эту историю, чтобы вы смогли ощутить всю красоту ислама и поняли всего одну вещь. Эта жизнь есть не что иное, как испытание. Очевидно, что Иблис стал первым из шайтанов. К тому же он главный среди них. И все шайтаны — это инструменты того самого испытания. При этом они сами испытуемые.